Самое главное, все, что делается и будет делаться, это невозможно без консолидации общества. Не на словах, а на деле доказать, что мы можем что-то делать. Реально можем сделать. У нас получилось так, что сменилось правительство. Вы помните, новое правительство, появился ковид. Очень сложно было. Это не описать. Не описать и не сказать беду, которую на нас свалилась, не только на нас, а вообще на весь мир. Ну, как бы затронула и Россию, естественно, и республику. Конечно, мы потеряли людей, вот. И, знаете, первоначально веры не было. Ну, знаете, у каждого, мы же здравые люди, потому что думали, как это болезнь, которую не можем победить, да? Вот. Это же не испанка там или что-то еще. Но оказалось, с каждым днем, и были такие и авторитетные люди у нас в республике, которые говорили, а вы там покажите, докажите. Я все задавался вопросом, как пойти в красную зону и показать, как туда зайти-то? И многие ведь заболевания, ввиду наших особенностей отношения к родителям, естественным нашим, сын с матерью, брат с братом, отца везли. Ему говорят, нельзя туда заходить. Мы всегда рядом были с родственниками своими, независимо, близкий, дальнего, да, и сам заболевал. Вот представляете, привез маму, пришел домой, еще 7 человек привезли через 3 дня. И вот это вот неверие, это порождает в последующем большие проблемы. Сегодня вот говорят, вакцину надо делать. Опять у нас такое, это не надо, последствия будут. Но я вам скажу, президент Владимир Владимирович Путин выступал, он говорит, последствия от перенесенной этой болезни, они уже конкретно видны. Но ни одно привитое вакциной в России у нас, спутник Ви и другие сейчас у нас вышли, последствий, говорят, там когда-то будет, но нету их, понимаете, нету. Миллионами вакцинируются. И у нас опять вы слушайте, есть же врачи, советуйтесь. У вас, наверное, возникает вопрос, Калиматова, сам-то как? Я сделаю. Мы же взрослые люди. Надо к этому относиться серьезно. Более страшных последствий после болезненных, не после вакцины, а болезней, перенесенных, это отражается, как Владимир Владимирович Путин сказал, на сердечно-сосудистой системе человека. Но вы же, наверное, слышали и знаете это. Поэтому к этому я тоже хотел бы, чтобы вы отнеслись правильно. В части того, что нас, когда она застала врасплох, у нас было инфекционное отделение. У нас в республике не было ни больницы, ни подготовленных врачей на тот момент. Вы знаете, мы сумели это сделать. Конечно, нам очень помог центр, то бишь правительство Российской Федерации. Конкретно президент, вы помните, направил к нам сюда Ил-76, 3 бригады к нам приезжали по 6 человек, и мы спасли очень много людей. Очень много людей. И вы это сами тоже знаете. Вы знаете это. И обеспечить кислородом. У нас не было этого ничего. Понимаете? Мы более 1000 коек сделали с доступность кислородом. ИВЛы более 100. И мы обеспечили на 2-3 месяца запас всех лекарств. И на сегодняшний день у нас на 2-3 месяца запас сохраняемый. Но у нас не было второй волны. Потому что у нас снижение пошло и идет. А где-то там 2-я, ожидают 3-ю. В запасе держим все эти вещи, чтобы нам быть готовыми к этим всем нюансам, которые у нас могут возникнуть. Очень большое, и мы не устанем говорить спасибо, естественно, нашим врачам. В действительности наши врачи, они жертвуют собой, своим здоровьем, своим семейным благополучием, спокойствием.
В основном ежели мягкие носили башоныш. Они стояли там сутками. Костюмы цани, сахата, пхесата, ворсата, барсата, лил. Ну попробуйте вот в панцире ходить. Поэтому мы никогда этого не забываем. Президент отметил, Владимир Владимирович Путин, у нас более 10 орденами Пирогова. У нас очень много конкретных поздравлений и благодарности, и почетные грамоты от президента Российской Федерации. Ну и со своей стороны, как руководитель региона, я тоже по возможности постарались им помочь. Но вы знаете, какие выплаты президент Российской Федерации поддержал, да? Мы ни одну копейку, были ведь в всей ситуации по России, но мы ведь все копейки доплатили. Иногда там слышалось «Огон ах дадандац», «Ого данет». Я подробно некоторые вещи буду говорить, потому что там какая-то больница выходила, вот нам, слушайте, ну они не та категории, там никогда не было даже одного больного. Это другие больницы, они не подвержены, ничего были. Вот. И были такие, может быть, введенные, я думаю, заблуждения люди, что вот там какие-то врачи могут, которые категории не подпадают под это. Но все равно все выплаты сделали, какие бы ни были. А после чего было, значит, выделено президентом Владимиром Владимировичем Путиным для детей. Вы представляете, сколько категорий выплат он ввел в ходе болезни. И сейчас последнее послание, вы знаете, там и до 16 лет опять, и много-много чего. Поддержка жителей страны в целом, мы как субъект тоже будем получать. Мы отрегулировали эту ситуацию в части бюджета, просто упорядочили. Мы просто-напросто начали считать деньги, и чтобы они случайно не попали в другие руки. И поэтому у нас снижение миллиардные долги. У нас госдолг, мы его до 29-го реструктуризировали, до 29-го года будем выплачивать комиссию, финансовую ревизию 2 раза. Они работали по 17-20 человек здесь, выкладки там есть, да? Все наши недоработки или те упущения, которые были. На этом мы строили свою работу, чтобы не допустить этих ошибок впредь. После этого у нас кредиторка, это вот решением судов, у нас более 5 миллиардов. А за 2020 год у нас блокировались счета правительства, муниципалитетов, министерств более 200 раз. Блокировались счета из-за того, что кредиторы. И, понимаете, нечистоплотность, так скажу мягко, некоторых наших жителей, должностных лиц, доводили нас до того, что, как у нас в Сунже был, сейчас вот последний пример, в 2012 году судебное решение, мы должны ему дом, муниципалитет, то есть, дело чуть не возбуждают на главу города. То есть, и вот это вот судебное решение в основе своей, где в действительности люди работали, исполнили свои обязанности правильно и им не выплатили, это понятно. Но есть такие, как юрист вам скажу, сомнительные, в моем понимании, требования, когда с бюджета. И такое выражение «адл ахдар» надо от этого отвыкать потихоньку, надо отвыкать. Потому что нельзя нам делить деньги. Мы это как сосуд. Здесь заберем, там не хватит. То есть у пенсионеров заберем, а там не хватит учителям или что-то еще. Потому что, ну как можно было там годами не выплачивать репрессированным компенсацию за это? Как можно было не выплачивать по 100 рублей по 2-3 года детям, детские, по 100 рублей? Понимаете? И тогда понятие «закон», оно должно быть и обязано быть у каждого должностного лица. Но есть еще житейская вещь в части того, что, ну, как можно допустить, чтобы эти деньги не выплачивались? Ну, как это можно? Жил, выреждал, шкалсик, 100 рублей в месяц положено ребенку, она их не получает. Да, помялыш, не надо говорить. Давайте-ка вот маленькие деньги тишиной вернули. Мы их вернули. Мы вернули все. Мы все до копейки вернули за все года. 423 миллиона этих денег
по всем категориям, где 5 лет не было их, там 7 лет не было, 3 года не было, 2 года не было. И люди удивлялись, когда им начали там приходить на счета, они спрашивали, слушай, Фахштир, вот эти все вещи я хочу, чтобы вы понимали. Вот надо вот с этих громких слов, что Игорь Халха и Аннарвар Сабахан Долыш, а вот я говорю, опуститесь, да, и вот каждый говорит, Совахнус, 1 января, ну и что? Шо аз отдаханц, так, схамцедич, пейндисс, сидош бахан доллар, $2, $4, хаёхсу, бьян хатьянец, кирпич, хаеницу. Знаете, вот я почему это говорю? Слушайте, давайте в реальности жить. В реальности. И я не устану никогда, чтобы мы жили в реальности юридической плоскости. Я не сойду с этого. Кто этого не понимает и в надежде, я хочу, чтобы мы, и вот именно депутатский корпус, у вас столько вопросов, понимаешь, что вы в какой-то мере были исключены вот из жизни этой. А я хочу, чтобы депутаты сейчас включались, чтобы они ездили на предприятия, чтобы смотрели по своим комитетам, выезжали в поля. Все группы сидели в кредиторке. Я им сказал, мы их уменьшим, будем, кто не доработал, и соединять будем. Сразу заработали. Кредиторки нет, задолженности нет, прибыль показали, и что? Купили 5000 овец. Сейчас в мае будет еще 5000, и КРС до 400 купили. 16 кошар. Я спросил, мызыл устарбовый. Цахбат. Кошары саняйвы. А в последующем мне докладывают, что у нас работников нет. Дагестане, Хабиха, Хансболхлой бывай. Это я перехожу к безработице. Слушайте, каждый здесь сидящий саханерса, уаха, замак, есть договора, знаете, мои мыштях. Вы Бог бят. Это я вот к молодежи говорю. Все начальниками хотят стать. Не получится. Не получится. Но я буду рад, если получится. Но для этого надо очень много трудиться. Учиться нужно. Терпение нужно. Поэтому в этой части, вот я на конференции «Единая Россия» объявил конкурс. Эгордика, вот приусадебный участок, вот мы с фонда развития республики выделим $1 000 000 рублей. Кто выиграет у нас? Разрабатываем положение, значит, объявляем конкурс по республике, значит, комиссии, будут ездить, муниципалитеты, и будем выбирать. Второй там где-то 700, потом 500, и там уже мы гранты определим там по 100 тысяч, по 50 тысяч. Избурьяныш, иян, давага, белица, бежишь, цуахи, дамдац. 90%, ну вы же знаете это, но все вспомните наше детство. Поэтому в этой части надо тоже депутатам разъяснять, потому что мы не вырастим поколение. Я уже это говорил. Легко, конечно, копейки стоит картошка, но это же не ради денег. Если ребенок привык работать, труду его приучили, он уже будет по-другому относиться к жизни. Сегодня предприятие, промышленная площадка, да, социально-экономическое развитие, 279 миллионов. Завод сухих смесей в 2015 году должна быть 2,4 тысяч тонн, а его нету. Кирпичный завод Гиперпресс должен быть в 2009 году. Его нету. 169 миллионов. Кавдоламид 74 миллиона. Тоже нету. Картонажное изделие, фабрика. Затратили 126 миллионов, построили. Бывший министр имущественных отношений. Ранее Автодор возглавлял Могушков. Вот сейчас судимся с ним. Ему в аренду отдали. Он ни дня не работал, этот завод, фабрика эта. А он судится с нами. Договор, чтобы мы не расторгли. Отдал кому-то там, не знаю, родственнику. Прекращайте это. Все равно они не выиграют. Все равно мы вернем его в казну. А он изначально был построен так. 1967 года станки там поставили. Наверное, списанные где-то с соседних регионов повезли.
Изначально, что он не работал. Так, и как это вот просить или вот бюджет наполнять? А сейчас мы хотим там, представляете, 200-300 миллионов наши АПК вместе, там, до 4 миллионов рублей затрачивает картонные коробки покупать, что Сад-Гигант, что АПК и другие. А у нас нету. У нас есть фабрика, ни одного ящика. И подтвержденная информация, что привозили готовую продукцию, выдавали за свою, месяца два там ее лицемерно, цинично преподносили как свою. И это многие знают. Но я тоже знаю. И по каждому предприятию знаю. Сколько веревка не вейся, конец все равно будет. Мы его вернем в казну, мы обеспечивать будем свои коробки, чтобы упаковывать изделия, которые у нас производятся. Это что такое? Керамзитовый завод, 176 миллионов. Тоже должен был работать в 2009 году. Промзона, Карабулак. Я туда выехал. Еще один сын лейтенанта Шмидта появился. Строить там хотел это. Хлебзавод явился. Вы видели этот сюжет? Год назад еще. 5 гектаров земли. Промзон, там это должны были сделать двигатели. Там все, ничего нет. Там все это уже разграблено, все. И вот на этой площадке я хочу, чтобы вы понимали цинизм, наглость людей. Разровняли лопатами, купили в магазине хлеб, поставили там лотки, засняли эти лотки. Вот хлеб будет, то есть такое впечатление показывают по телевизору, что там и мэра пригласили. Представляете, вот вся разруха, а в середине вот эта лопата разровняли. О, мягкий бог. Уже не стесняется. Какой хлебзавод? Лотки поставили, засняли и все. И вот 200 миллионов давайте. А потом еще говорят, что как же вы это? Как же вы не даете-то? Мягкий молодец, хлебзавод. А вот. Да он смеется, глаза, вот плюет в лицо республики. Потому что мы все равно. Потому что они живут в Москве, около Москвы, в Питере, не знаю, где они там живут. Здесь из них никто не живет. Ну, на всякий случай там дом поставят, вылицавами, видите, что я пишу? Мягкий махализис. На всякий случай. Квартиры держат, на всякий случай. И за это не платят еще. Теперь по стадиону. Уж меня сделали главным врагом стадиона. Стадиона, слушайте, у нас есть 4 миллиарда 700 миллионов софинансирования. 30% от стоимости стадиона. Республика должна. Там не говорят они. Мы весь бюджет свой собираем. До 5 миллиардов. Республика зарабатывает. А 26 нам бюджет России дает. Дотацию. То есть мы должны весь годовой свой, значит, кто-то хочет заработать, до контрольного управления президента Российской Федерации дошли. Вот какая мощь, а? Вот правительство поехал туда. Мы думали, там объясняться будем, но там тоже здравые люди сидят. Они бы говорят, вы что, сумасшедшие там, Владимир Владимирович? В Мордовии 45 тысяч зрителей. 45 тысяч зрителей. Там 14 миллиардов стадион стоит. В Екатеринбурге 14-15 миллиардов стоит 45 тысяч. В Самаре 45 тысяч стоит там 14 или 15 тоже. А вы, говорит, что, Владимир Владимирович, хотите стадион построить за 15 миллиардов на 15 тысяч? И говорят, самое страшное-то не это. Я этих людей знаю. Я с ними встречался год назад. Я тогда им просто сказал, скажите, сколько кубометров воды надо для стадиона? Ну, примерно. Это же ежедневно поглощает стадион. У нас воды нету. Мы за воду не знаем, что делать. У нас насосы 59-х годов здесь стоит от моего дня рождения еще. И вот это
преподносится. Сперва, значит, выступили там родовые товарищи, как их, Тейповый. Продал соседям, я продал соседям. Ну, берите, я за 15 миллиардов отдал бы. Дайте мне 15 миллиардов. Слушайте, дошли до того. Но самое страшное, они вовлекли туда очень чистых, красивых наших футболистов, спортсменов. Я-то их-то понимаю. У них цели другие. А они обманным путем вовлекли ребят наших достойных, красивых, умных, достойных футболистов. Ну, вы видели, наверное. И вот им вложили в уста и говорят, и парни говорят, да нам нужен стадион. Поэтому стадион нам нужен. И мы его обязательно мы его сделаем. Великолепно сделаем. Но за счет республики, которые живут на Рублевках, или где они там живут, деньги зарабатывать не будет никто. И этого нельзя допустить. А стадион мы построим. Вот построен, ремонт сделан на Зране, который, да, стадион. Пошли на нас в суд. Ремонт в 2016 году сделали, ну, в суд пошли на нас. Я говорю, дайте я посмотрю хоть, что это за стадион-то. Я говорю, слушайте, и так уже под 6 миллиардов кредиторки, все в суд идут на нас. Мы находимся в судебных заседаниях в более 400 судах. С нами спорят. 2 миллиарда 700 рублей мы вернули в казну юристами нашими. Но мы еще сидим в более 400 судах, в муниципалитетах, там, сям. Нет. Сдирать надо. В горло ребенку залезть и оттуда забрать. Я поехал, посмотрел. Вон акт составлен. Туда нельзя заходить, он аварийный. Они так ремонт там сделали. Со всеми нарушениями. Я говорю, ну идите теперь, мы пойдем в суд. И все знают, кто его ремонтировал. Вот ему и надо вопрос задать. Вознесенку, школа, номер 1. У нас в Вознесенке нет, у нас теперь Малгобек, город. Номер 1 Малгобек, школа. Почти 100 лет. Ни одной трещины нет. Переселили людей. Половины домов нет. Другие зайти нельзя. Школа тоже половина. 7 объектов, которые недостроены. Они перешли с 17, 18, 19 года. Мы их тащим. Все объекты, которые начаты, мы их доводим до конца и доведем. А вот это наследие, которое, мы его тащим. Малгобек, детский сад, выезжал сейчас. 8-9 лет построенный. Визуально аварийный детский сад. 94 человека, сотрудников мы должны выпроводить. 240 детей должны отправить домой. А человек заработал деньги, ему все выплатили. 9 лет назад. Поэтому вот те люди, которые строят, ремонты делают, тщательно должен быть контроль, надзор и все остальное. Потому что мы не можем, и у нас нет денег. Меры бюджетного принуждения, установленные, там понимание было неправильно, что это у нас банкротство, республика, там. Да нет, это процедура, потому что мы должны в бюджет деньги. И пока не расплатимся в целом, вот мы с 11 миллиардов 800 дошли там, 4 миллиарда более, мы уже сэкономили, расплатились и расплачиваемся. За 2 года мы это сделаем в нашем темпе, я думаю, мы не должны будем ни копейки. Мы это сделаем.
Ну, палка в колеса, они не деревянные даже. Они стальные нам суют. Вот швейная фабрика. 2-3 раза открывали ее. Я вас там видел, депутатов. Видел там, вы открываете. И другие предприятия открываете. Я видел вас. Ну, а что же вы туда не идете, не смотрите? Вы же открывали. Встали бы по телевидению или к народу обратились бы. Я же открывал, почему это не, почему безобразие творите? А это нам не интересно. И сегодня мы возрождаем. У нас будет швейная работать. И будет там более 1000 человек. И обувная будет работать. Это не показуха. Это не компанейщина. Понимаете? И другие предприятия. И Магнит нам зайдет. Инвесторы, мы были по доверию, 72 место у нас было. Сегодня уже мы на 62 месте. Недавно мы встречали светодиодный завод. Да? 1 300 000 000, да? 1 300 000 000. Не работает, стоит. Приехали специалисты и говорят, там есть тонкая паста. Называется такое производство тонкая паста. Вот знаете, вот полное производство есть. В России нет такого. И станки великолепные, модные, прям скажу. И линия стоит. Но знаете, сколько этой пасты надо на всю страну? 200 килограмм. Мы изучили рынок. 18 тонн ее выход. Год. А в стране надо 200 килограмм в год. Мало высоте. Фуде Валышхановс. $1 300 000 000. Завод стоит. А вторая часть, где светодиодные, вот сейчас мы договариваемся, возможно, выставим на продажу его или передадим его. Нашли одного инвестора пока, вот 1, 2, 3 было, но один реальный такой. Он обеспечивает все световые приборы, фары, все железные дороги лампами. Сбыт у него есть. Вот он приехал, вот мы с ним встречались. Возможно, он говорит, а мне эта ваша тонкая паста не нужна. А это одно производство. Теперь нам надо делить его. Понимаете? Нет, ну, швейную 7 лет стояла, 2 миллиарда, 2 фабрик за копейки продать дядю Калиматович. 2 миллиарда, 2. Да мы за 2 недели там до половины, до щиколотки вода стояла, дашь можешь, турку жолыш, хоздите, шхиху 20. А Дево где там? Автобусы, где Дево? Где Дево автобус? У нас публично, у нас на торги выходит, у нас купит, кто здесь сидит, пожалуйста, покупайте. И если мы этого не сделаем, он еще будет стоять, а потом актуальность потеряет вообще эти станки. И вот мы сейчас думаем. Ну, вторую часть мы сейчас решили, там с технического университета пригласили, приедут, письмо уже написали. Они изучат, может быть, на какие-то приборы, какие-то нагревательные, используют эту пасту. Но одно из важных, еще одна вещь. У нас нет ни одного специалиста, который там работал. Инженер Бацвей. Поэтому, как бы это смешно не было, это очень грустно. Вот с этими вещами мы сталкиваемся. Абсолютное безразличие. Я мог бейнбали. Я нахэ бог бош бисабали. Так нельзя делать. Это же большие деньги. У нас южный, который птицефабрика. Ну, выехал я. Я уже стал неверующим таким. Даже тишваться. Ну все вроде бы, все хорошо. Но там воды нет. Ну, они цистерны 6 купили там. 75 000 яиц они сегодня закладывают. У нас там в сентябре или где-то должна пойти уже продукция. Там она будет разная, расфасованная, такая, цельная. Ну, в любом случае, я увидел, что реально они там работать будут. И там и рабочие места будут, высокотехнологический такой процесс.
Вот там тоже нужно помогать. Вот сейчас с водой. Геологические эти исследования там, ну, оказывается, сделали уже, поднял Тимур Наилевич Фатахов. Ну, нет в Малгобекском районе воды. Нет. И там очень сложная ситуация у нас. Правительство думает, но какие-то все равно надо придумать, накопить. Вот что-нибудь там нужно делать. Вот сейчас, если Мужичинский заработает лесоперерабатывающую вот эта фабрика у нас, все остальное, я думаю, мы сможем. У нас по сельскому хозяйству, я думаю, что каждым годом будет улучшаться. Вот, если первый, 19 на 20 год урожай был 8-10 центнеров, ну, понятно, что он такой не был. Потом поставили задачу 30-35. Ну, не дотянули. 25-27 сделали. Но в этом году, я говорю, все-таки, да, за счет государства, млиес, саг мучхулцина, олух мучхулцина, ложка я, адан хамаф, удда. Ты ж своровал. Извиняюсь за такое выражение в парламенте. Сейчас вот 40-45 пообещались. И за этим надо следить. Министру, вице-премьеру Илезову. Мы расплатились, Лизин, полностью. Ну, КФХ, ну, крестьянский фермерский хозяйство, хотят, пусть покупают, но не гупы. Если у нас будут прибыль, они 20% должны отчислять в бюджет, да? Вот тогда мы посмотрим, купим. А сперва пусть делают 45-50 центнеров с гектара, которые можно и 60 сделать. Но семена всем дали, 100%. ГСМ оплаты сдали, удобрения всем дали за счет государства. Мы им помогаем. А теперь мы ожидаем, урожай пусть дадут. Чтобы у нас не было такого. Мархбот мы бивен, устал и метегиве, мы у себя будем покупать. Бежен и метегиве, мах дважды жмам хатрэч, саглу же. Это у нас будет свое, чтобы мы не покупали, не обогащали других. Все дома, детские сады, вот эти вот, видели, эти красивые картинки, железяки эти. Я говорю, а кирпичные заводы стоят. С 1 января 2021 года строим только с кирпича. Заводы, некоторые уже заработали, и у нас облицовочный есть кирпич, и внутренний, и перегородки. Все заводы должны работать, кирпичные. Никаких обогащений за металл. Регионы другие не должны. Если у нас нету, тогда покупайте. Вот мы о чем говорим. Я почему вам подробно говорю, уважаемые депутаты, чтобы вы понимали те вещи, которые у нас здесь. Вы же народные избранники. Мы же это делаем не для кого-то. Мы здесь это делаем. И это те вещи, которые мы должны, рабочие места. Безработица есть у нас? Есть. Но почему кирпичный завод? У нас великолепная глина всю жизнь была. И мы можем делать свой кирпич. И можем реализовать его за пределы, если это надо будет. Но почему мы должны покупать металл? Еще специалистов приглашаем. Специалистов с других регионов. А наши безработные. Я хотел о малом и среднем бизнесе поговорить. У нас очень трудолюбивый народ. Очень. Буду повторять это и говорить. Они нас не знают. Мы ухищренные. Мы только на себя смотрим, свой карман смотрим. Официально никто на работу их не берет. Не берет. Оформит трудовую. Повторял и буду повторять. Отпуск надо ему дать. Больничный надо ему дать. Социальный пакет ему надо дать. А зачем? Сам деньги берет, а потом с барского плеча этому порядочному человеку, снисходительно, унижая его, он заработал деньги, у него руки.
Рабочий, голова. Но он ему так по-барски говорит, на, держи. Ну, еще 500 рублей набросит, а тот мне сахалта. Чего, как ему течь? Да вы ему не отдали заработную плату. Он заработал больше. Если посчитать все социальные выплаты его, у него стажа нет, у него трудовой нет. И все на должностях, все деньги имеют. Ну лучше же прям нанять рабский труд. Просто довели жители республики, трудовую часть особенно, до такой степени. Поэтому я и обращался к трудинспекции, Рострудинспекции, которая по школам ходит и больницам, не знаю, зачем она там ходит, а прийти проверить на стройках, предприятиях, организациях. Люди-то ходят в магазинах, наши девочки, ежели болеют, мягко ли болеют, они же их не устраивают. Трудовой-то нет. Это проблема тех, которые говорят, Ержин Боузуц, Дяр Боусун, Велдика и Дина Должнахи, Шейх Ожди, Шейдиз Нормали, Коадач Велазбиш, Дач Велмача. Но их довели до этого. Значит, надо идти и объяснять людям, кто хочет открыть любое дело свое. Инкубатор весь, вот малым-средним бизнесом, который будем заниматься. Вот эти вот организации, которые у нас за счет бюджета находятся, они у нас, оказывается, куда они ездили? Южную Корею опыт принимать, да? Южную Корею бахаб. Опыт принимать. Ну, можно было еще Пальма де Майорка, а они обязаны малому среднему бизнесу помогать. Они вплоть до того, что должны заявление за него писать, составить, если не умеют. Обязаны, не просто обязаны идти ему кредит оформлять. Они обязаны юридическую консультацию им оказывать. Это служба, которая на федеральных деньгах, на наших деньгах. Войнах моба, ахитыш батиш, табалы, батиш. Они катаются. Опыт перенимает Южной Кореи. Сахатвеч не катаются уже. Потому что это просто безобразие. И поэтому средний и малый бизнес, он не может развиваться. А самое главное, в Индии молох мухой хади, молох бол хамбой, вы камна хабо, не люблю это слово, вы мамы, папы, ежели, они сделают эти все вещи, понимаете? Малый и средний бизнес надо развивать. Еще один вопрос хотел бы, очень важный. Мы про медицину сказали, мы все делаем, чтобы туда было все хорошо. У нас вот образование. Образование мы, вы знаете, не буду перечислять, но десятки школ, десятки детских садов. И если не доделан, азиан объект не примется. И так и идем. Сейчас так идем. И мы их построим. Но есть вещи, которые вот там 17-го года строятся, Карбулаки, да? Школы недостроены, детей разбросали в 4 школы. Первый класс веди одну школу, 3 класс другую школу, 5 класс 7 школу. Штылилось бы. А там строит, так, вяло текущий он берет там. Много таких вещей есть. На контроле держим. Будем все-таки достраивать их. Не дадим ни одну вещь незаконную делать. Никому. Эггар Квачер Гаргал Вали, Молох из Вали. По пищеблокам надо разобраться. Министр образования, правительство тоже нужно вот, в этой части посмотреть. По спорту очень много провели мероприятий. У нас 81 золотая медаль, 53 серебряных. И бронзовая 71 у нас. У нас спорт идет, и мы будем делать. И если кто был, вот комплекс, который хотели его там разровнять бульдозерами, и, значит, хамхудда, тягачи, мужичах, которые. Я сказал, никогда не будет, мы оставим. Потом специалисты строительную экспертизу провели, и мы укрепили 3 бокса вот этих
комплекс, который там были старые, достроили еще там. 200 человек могут за раз туда заехать. Условия не хуже, чем в другом либо регионе, хоть в Москве. Я говорю это точно. Сейчас мы там дополнительно берем, там воды мало, я сказал, емкость мы с Республиканского фонда развития, мы туда выделим деньги и поставим, там, ну, как мне говорят, 100 кубов, но мы еще на 100 поставим. В преддверии праздника у нас 9 мая 76-я годовщина победы в Великой Отечественной войны. Но вы знаете, президентом Владимиром Владимировичем Путиным определено, что парады будут только ввиду ковида, он никак от нас не отстанет, только в 20 городах-героев. Но здесь мы возложение сделаем. В прошлом году, в действительности, президент нам выделил на это 250-летие, и как раз мы перешли, там, День Победы у нас был, и День Республики, и в последующем просто из-за ковида мы перенесли эти вещи, но все равно мы достойно сделали. Наверное, самое главное, что нам пошли навстречу туда министр обороны Сергей Кужугетович, он нам вот самолеты «Стрижи» на 3 дня, их пораньше прислал. Я помню, там детвора 3 дня ходил, до 1000 человек там на самолеты. И, вы знаете, великолепно сделали мероприятие. И в этой части культуру мы будем развивать. Сейчас у нас стоит вопрос почти вот решенный. Это по филармонии, нам выделяют там финансы, и по драмтеатру, и библиотеку республиканскую. Мы ее будем строить столетию, государственность. И Академия наук нам подтвердила, что нашей государственности 100 лет, то есть в 2024 году мы будем праздновать столетие. Распоряжение президента Владимира Владимировича Путина в этой части уже вышло. При правительстве России создается комитет, который будет определять те или иные вопросы, которые надо решить на территории республики к столетию. Мы надеемся, что и там учтут, вот кроме ДК Назрани, у нас больше ничего нет. Вот мы все мероприятия там проводим. Сейчас, если в Сунже там получится, у нас получается, но его еще надо ремонтировать. У нас нет куда пойти, Дом культуры мы строим. Дети у нас и на селе сейчас будут развиваться духовно в этой части. Мероприятия все мы проведем, которые у нас запланированы, да, на этот год. И нам очень важно, чтобы мы сумели это вместе и с парламентом, с депутатами все эти вопросы довести до конца. У меня есть уверенность, что мы все, вот сидящие здесь, депутаты, правительство, будем строго смотреть, усовершенствовать, улучшать наше здравоохранение, образование, да, порядок и те вопросы, которые стоят. Если у нас будет консолидация общества, если мы будем понимать, если друг на друга, только в согласии, только вот тех вопросах, которые мы можем продвинуть вперед наши отрасли, любые отрасли и любые направления. Хотелось бы поблагодарить ТУТУ за совместную работу. У нас еще много вопросов есть. А некоторые, они придуманные проблемы. Вот, придуманные, потому что человек думает только, ну это естественно, о себе. Но он должен думать о себе. Но пренебрегать общей линией, общей задачей, стоящей перед республикой, игнорируя ее и видя только себя, это неправильно. Потому что все должны видеть задачи, которые стоят, не люблю слово проблемы, задачи, которые стоят перед нами, мы должны их вести. Но кому кажется, что он важнее нашей республики, важнее наших задач, которые надо нам решать, а некоторые незамедлительно, понимаете? Поэтому, я думаю, большинство будет понимать, и мы будем доносить до людей. Сегодня кричащие проблемы, мы уже проекты сделали, просто хотел довести до вас это. Это онкоцентр, который очистных нету. Вот, очистных нету. Вот. Куда их дели, не знаю, но тубдиспансер. Тоже очистных ведь нет.
Там рядом Алханчурский канал. Мы с фонда развития определили сумму денег, там более 42 миллионов. И мы, я думаю, что до августа или август включительно мы это сделаем. Потом, вы знаете, вывешено было «Дайте тепло, голова виноват же», потому что котельную детям-сиротам своровали просто. Я же не воровал его, да? Ну, говорят, голова тепла нету. А у них, оказывается, котельной нету. Потому что кто и строил их, взял и котельную не построил. А зачем ему? Сироты же дети. Они же не пойдут. У них нет дяди, тети там. Бахандяха, наку. У них же нет. На них можно плевать. Я и так прямо говорю. Циники. Опять перинатальному центру. А там тепла не хватает. Чуть-чуть мороз там добавляют. Здесь нет. Вот, сейчас проект сделали. 25 миллионов обойдется. Теперь нам опять котельную строить надо. Вот фонд развития. Мы, то бишь, с правительством Калиматов должен фирма Мальтез. А зачем мы котельную сиротам строить? Не надо перед тем, как что-то говорить, харцу моются. Харцу моются. Наха, худать они, хать они. Ладно, далгуш. Мади, делать ишнах, мади, делать кириш. А он все видит. Все видит. Вернется все. Все это не скажешь, какие вопросы, какие задачи сегодня стоят. Я вам скажу, правительство начинает с 5 вопросов, к вечеру у них их 100. Но мы делаем свое дело и будем делать. Я даже не прошу меня помогать и правительству. Знаю, что здравые люди, болеющие за республику, за жителей республики, будут помогать. А другим я говорю, не мешайте мне. Не мешайте правительству. А кто хочет, и будут помогать, и будут делать. А правительство настроено на это. Я лично настроен на это. Но кто будет вот вредить, типа Маниловские мосты строить, там стадион, и дискредитируют. Они думают, меня что ли дискредитируют? Да нет. Не меня. Нам надо консультировать бесплатно людей. Категорию определенную людей. Я думаю, может быть, согласовать с прокурором республики какое-то положение. Говорят, есть, есть центры, говорят, есть. Но у нас многие, я так понял, по встречам с жителями республики, что у нас многие, вы знаете, даже не знают, некоторые пособия не получают, потому что не знают, как оформить. А я вам скажу, почему не знают. Потому что много у нас женщин, которые, вы представляете, более 400 вдов у нас, погибших сотрудников. Более 400 у нас погибли сотрудники МВД. 13 сотрудников ФСБ наши здесь. И 6 сотрудников прокуратуры. Это вдовы. И какие-то возможности есть, мы помогаем им. Всем вдовам. Всем. Вот. Но я думаю, когда у них там 3 детей, 7 детей, там 5 детей, мы должны определить категории территориально, где мы можем это, и какой-то день определить, и бесплатно юридическую помощь, заявление, пакет документов собрать, за ребенка посмотреть, все полномочия, потому что очень много социальных пакетов, вот подчеркиваю, в таком режиме ни один президент, глава страны, я вам скажу, вот мы же все видим, там и иностранных видим, так, чтобы президент страны, вот как Путин, Владимир Владимирович, вот сколько раз он в ВКС иногда проводил по 3-4 раза в неделю. Президент дошел до каждого, значит, ребенка, до каждой женщины дошел, разъяснял, выделял деньги. Не самое легкое. А вы знаете, по контуру внешней политической ситуации врагов собралось там. И он при этих условиях не упустил ни один момент. Ни один момент, чтобы не дойти
до каждого жителя. Сказал, выплачивайте и это, выплачивайте и это. Только эти деньги должны доходить. А кто не знает, как это оформить, что-то еще, давайте будем помогать. Если мы пойдем вот вместе оставить всякие нереальные разногласия, которые не ведут ни к чему, заняться просто улучшением жизни республики нашей и жителей республики, вот мы тогда вместе можем положить